Еще не успели разобрать баррикады в Киеве, как появилась новая горячая точка. На Майдане пристально следят за крымскими событиями и надеются, что вопрос разрешится мирным путем. Круг народного доверия провел экстренное заседание. Там считают, что Россия пытается как минимум запугать новую власть Украины, а как максимум оккупировать ее часть. Поэтому просят вмешаться ОБСЕ и другие международные органы. Украинскому парламенту рекомендуют отправить на полуостров комиссию со специальными полномочиями. Надзвичайно важливо, щоб поїхали представники Верховної Ради України, тобто народні депутати, тому що ми маємо справу з політичною кризою. І якщо буде потреба для того, щоб їхали представники громадськості, відповідно на громадському рівні регулювали цю кризу, очевидно, що готові люди їхати. Воевать майдановцы пока не собираются. Это подтверждает даже радикальный правый сектор. Правый сектор полностью разделяет позицию, которая здесь озвучена. Ни о каких силовых акциях ни в коем случае идти речь не может. А вот одной из последних детищ Майдана, Национальную гвардию, от посещения Крыма отговорить не удалось. Недоверяющие и новой власти бойцы пока обещают просто следить за ситуацией. Починаючи сьогодні, з 19-ї години, з областей будуть виїжджати автобуси, які будуть направлятися в Крим з представниками Національної гвардії. Ніякої зброї не беруть, тому не дають приводу для якихось сил, для зупинки, перевірки і недопуску їх на територію Криму. Александр Турчинов захват админзданий в Крыму назвал преступлением против украинского государства и потребовал от России не выпускать свои войска с территории, обозначенной в договоре. Будь-які пересування військових, тим паче зі зброєю, за межами цієї території, буде оцінено нами як військова агресія. Под конец дня Турчинов срочно вылетел в Крым. Елена Скобола, Олег Писарец и Эдуард Ганишевский. События.